Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Дорогие мои зрители, всех вас сердечно благодарю за ваши лайки, хорошие и добрые комментарии, за вашу поддержку, за ваши просмотры. Земной вам поклон! Давайте сегодня сделаем отсыпочку на вас. А тема звучит так: с кем вы сблизитесь, с кем сойдетесь до конца этого года. Загадайте, пожалуйста, на себя. Ни о ком думать не надо. Не стоит. Просто загадайте на себя. И давайте вместе посмотрим. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Так, интересно. Какая-то вы очень недоверчивая, да? Очень недоверчивая дама. Человечек вы неординарный, очень самостоятельный, ни от кого не зависящий. Вы всегда стремитесь к какой-то своей свободе. Вроде как и хочется отношений, но в то же время так, чтобы не потерять свою свободу, чтобы никто не давил, чтобы никто не учил, да, не рассказывал, что вам делать, как вам делать, да, не подавлял своим авторитетом, там, да, не мешал вам заниматься тем, к чему вы привыкли, да, к чему душа лежит. И многие считают, что у вас очень строптивый характер, что вы такая девушка с перчиком, да? Можете так всыпать, так распечь, что врагу не пожелаешь. Ну да, у вас такой боевой характер. Нет, вы, конечно, спокойная, вы уравновешенная, но если вас довести, то нигде не спрячешься. Нигде от вас не спрячешь, везде достанется. Такой у вас авторитет, понимаете? А вы знаете, что мужчины про вас сплетничают? Мужчины, ваши знакомые мужчины, коллеги, соседи и даже мужчины-родственники. И все про вас вот прям такого мнения и придерживаются, что от вас нужно держаться подальше. Вы, конечно, соблазнительная, но такую женщину попробуй-ка приручи, да, попробуй-ка с такой девушкой совладать. Уж слишком вы гордая и независимая, действительно. И мужики просто и млеют, и в то же время боятся. В то же время боятся. Представляете, какая дилемма? Ну, а какая вы на самом деле? Ну, в принципе, такая вы и есть. Вы такая и есть. Может быть, вы долго одна была долго одна. Может быть, учителя такие по жизни скверные попадались, да, которые вместо цветов слезы дарили. Да, может быть, опыт, да, вот такой прям тяжелый вы пережили. И такой вы сформировались. Да, такой сформировались. Но иногда вам прям так одиноко, аж до тошноты, да, хоть на стенку лезь. Вот это щемящее чувство одиночества, оно вас просто иногда доводит до каких-то тяжелых состояний, в виде депрессии, в виде каких-то нервных состояний. Вроде как с одной стороны хочу, а с другой стороны нет, свобода мне дорога, мои принципы мне дороги, мои привычки мне дороги. А кто-то из девчонок с детьми, да, и вы думаете, что ой, а если попадется какой-нибудь, там, детей моих будет обижать, да, ну зачем это надо? Тоже за это думаете, переживаете. Девочки, вы очень классная женщина. Ну, я скажу прямо, без всяких купюр. Очень классная женщина, редкая женщина. Таких, как вы, я не знаю, там, единицы. Честная, порядочная, открытая. И если вы полюбите, то это самый лучший дар. Это самое великое благо. К сожалению, ну вот не встретился вам достойный персонаж, кому бы вы могли подарить свою любовь. Здесь нет какой-то магии, здесь нет каких-то, ну, не знаю, там, сглазов, негатива. Этого нет. Здесь есть просто реалии нашей жизни. В том месте, где вы находитесь, либо тот контингент, с которым вы общаетесь, там достойных вас, к сожалению, нет. Ну вот
так случилось, так сложилось. Обидно, конечно, но что делать, жизнь-то продолжается, надо жить. Девочки, я вижу, что у вас тут какой-то крутится, вертится. Мужчинку вы этого знаете хорошо, как облупленного знаете. Ничего хорошего, положительного в нем нет. Ну, мужик, обычный мужик, да, что-то в штанах. Он такое ходит несуразное. В женихи набивается, может, даже какой-то ваш бывший, может, шанс давали, как увидели, что он непутевый, так сразу его в отставку и отправили. А он все, знаете, как не сдается, периодически вот как пытается то назад вернуться, то в принципе вас добиться. Да, ну, каждый по-своему отыграется. Но это не ваш кавалер, абсолютно не ваш. Он вам и не подходит, и мизинца вашего не стоит. Да, вы и сами это знаете. Девчонки, не соглашайтесь на меньшее, потому что результат будет очевидный. То есть вы его все равно погоните, потому что человек несостоятельный ни в какой сфере, ни в каком плане. То есть, ну, вообще не вариант. Вы уж извините, но не вариант. А он наглый, да, я не буду спорить, он наглый. Он прям такой напористый, пока вот прям ему в лоб не дашь, прям лезет такой, вот, шустрик. Но, девочки, не надо, оно ни к чему. Нервы потратите, еще и душевную травму получите. Зачем? Держите, вот как держите его на расстоянии, так и держите. Все правильно вы делаете. Так, ваш мужчина, вот такой достойный вас, он откуда-то приедет. Вот не водится, к сожалению, в ваших краях достойных, ну, именно достойных вас. Не водится. Но вы все разные. Кто-то живет в маленьком городке, кто-то живет в какой-то определенной местности, кто-то живет в каком-то определенном районе. Да? Но вот нету. Мне вообще идет мужчина какой-то прям, знаете, очень хорошо образованный, мужчина постарше, чем вы, либо по возрасту старше, либо вот по ментальности старше. Такой прям, знаете, развитой мужчина. И мне еще идет, что он прям... Но вот в жизни чего-то очень серьезного добился. Вот есть что-то, за что его все уважают. Знаете, как работа крутая, либо какая-нибудь ученая степень, либо он действительно там бизнес с нуля построил. Да? Был обычный парень из провинции и построил какой-то вот прям бизнес сам, своими руками. Да? Вот есть какой-то пунктик в его жизни. Вот все, когда узнают об этом, прямо уважают его, восхищаются. И какой бы человек ни был, это всегда идет от чистого сердца. Потому что перед такими людьми принято, знаете, как и голову склонить. Потому что молодец, он действительно молодец. Этот мужчина откуда-то приедет. Он не местный, он приезжий. У кого-то из девочек отыграется, что прям вообще иностранный. То есть человек, который говорит и на другом языке, и другой культуры, и другого вероисповедания, и даже другой расы. Только вы не пугайтесь, но так, да, в жизни иногда бывают такие превратности судьбы. Девочки, но главное, чтобы человек был хороший, правильно? Чтобы вы с ним счастливые были. Какая разница, какой он расы? Вот человек хороший, любите, он вас любит, а почему нет? Почему нет? Все мы создание Божье. Да, что нам тут делиться? Ну, неважно. Ну, вы его точно не пропустите. Вернее, он вас точно не пропустит. Смотрите, как я вижу. Вы вот идете по каким-то своим делам, либо, может быть, даже как развлечение какое-то идете, да, развлекаться с подружками, например, там, со знакомыми. И вот он прям вас видит, к вам прям загорается, и вот не видит ничего и никого, идет на вас, идет прям знакомиться. Вы сначала подумаете, что он какой-то сумасшедший, либо что он пьяный, либо что он там с катушек слетел, ну прям такой наглый вам покажется, прям подошел, прям знакомится, навязывается. А особенно если еще иностранец, скажете, понаехали туда, понаехали всякие, языка не знает, а вот что-то лезет, что-то ему надо. Произведет на вас очень негативное впечатление. У вас первая встреча прям как этот первый блин, комом пойдет. Но судьба ведь умная, судьба ведь разумная. Здесь такой хитрый замысел. Вот если бы я могла словами передать, вы бы все ахнули. Вот то, что я вижу, но это комбинация, я не знаю, шах и мат получается. Здесь такая комбинация идет 1 на миллион. Да,
Вы знаете, судьба так долго выстраивала эти дорожки, пути-дорожки, и вашу, и его. Вот чтобы вы именно сейчас, да, вот именно в загаданный срок, в загаданное время смогли встретиться. Здесь такое впечатление, что это какая-то спецоперация, которая разрабатывалась и проводилась на протяжении просто нескольких либо месяцев, либо нескольких лет. Чтобы вы друг друга наконец-таки увидели и встретились. И смотрите, как я вижу. То есть первая встреча у вас произойдет где-то вот ноябрь, серединка, ближе к концу. А вторая встреча, которая ваш шанс, да, вы же помните, сначала ему судьба шанс дает вас увидеть, встретить, а потом вам дает шанс его рассмотреть. Это уже в декабре будет. Не могу, к сожалению, сказать, какие числа, потому что вы все разные, у каждого отыграется по-своему. Но у вас две личные встречи идут в короткий промежуток времени. И вот уже со второй встречи он-то вас узнает, да и вы его узнаете. Вот у вас уже все по-хорошему будет. Уже и познакомитесь как надо, как полагается, и телефонами обменяетесь, и прям общаться начнете. Девочки, начнете общаться. Понятно, что если человек иностранец, то будут какие-то комичные ситуации, да, не так-то легко вам будет общаться. А если такой, как вы, да, разговаривает на вашем языке, будет гораздо проще. Смотрите, вам будет очень приятно с этим мужчиной и поговорить, и помолчать, и вообще прям почувствуете в нем родную душу. Вы очень быстро сойдетесь, очень-очень быстро. Мужчина, вот смотрите, по знаку зодиака, по стихии даже, не знак зодиака, а стихия, либо он воздух, либо он вода. И так может отыграться. Но вот этот знак, который показывают волнами, да, это и вода может быть, и воздух может быть. Но вам именно этот знак очень подходит. Либо именно с этим знаком вам будет максимально комфортно. Вы представляете, сколько судьба пересмотрела вариантов, пока нашла вот этого. Смотрите, он уже отобранный, перебранный, да, как это, лучший из лучших. Такого мужчину к вам привела. Здесь именно шанс на серьезные стабильные отношения. Как вы воспользуетесь, не воспользуетесь, но это уже дело ваше и решение ваше. Мужчина будет к вашим ногам все кидать, и жизнь свою кидать, и карьеру, и вы что не попросите, все к вашим ногам кинет. А вот как вы ему ответите, это только лишь вы одна знаете, либо будете знать. К сожалению, с вашей стороны не показали. Не показали. Кольцо он вам точно будет предлагать. И смотрите, кольцо честное с правой стороны. То есть мужчина с серьезными намерениями. И я вам еще такую вещь скажу, что кольцо очень дорогое будет. Либо под заказ сделанное, эксклюзивное, да, может быть, он там сам и дизайн придумает. Либо кольцо какое-то очень дизайнерское и в каком-то единичном экземпляре. Тоже считайте, что как под заказ сделанное. Очень дорогое, очень красивое. И это кольцо вас очень украсит. Прям и по вкусу придется, и идти вам очень будет. Хорошее кольцо, прям не пожадничает. И, девочки, у кого есть действительно серьезные какие-то глобальные проблемы, вы не стесняйтесь, говорите этому мужчине. Он джентльмен, он очень благородный. Ради любимой женщины он в огонь и воду пойдет. И для него это будет делом чести помочь вам справиться с вашей какой-то неприятностью. Вот то, что я вижу. Сейчас я еще хочу на оракуле вам посмотреть, что вас ждет. Просто, понимаете, знаки вышли, они вышли, конечно, конкретные, но их как-то маловато вышло, чтобы я вам так прям четко рассказала. Мужчину показали, вас показали, как у вас все будет. Но хочется же немножко подробностей, да? Хочется чуть-чуть нам больше подробностей про вас и про этого мужчину. Но это тот, кого вы ждали, о ком вы мечтали. Мужчина, который спасает вас от тоски, от прошлого, от какого-то, знаете, такого состояния забвения. Видите, как я вам сказала, разница между вами есть. И, скорее всего, другая национальность, другая религия. У кого-то так отыграется, у кого-то по-другому. Ой, разбавит он вашу жизнь. Ой, сделает интересной. Для семьи, для брака идет человек. Талантливый, хорошенький. Секрет какой-то есть, секрет. Девочки, все от вас зависит, понимаете? Все от вас зависит. Вы такая. Ой.
Знаете, вот есть у вас что-то, как взбредет вам в голову, так хоть стой, хоть падай, понимаете? Вы ведь всегда чувствуете, что вам хорошо, что вам плохо. В этом ваша сила. И никогда от своих этих ощущений не отказывайтесь. Они вас никогда не подведут. Вижу, что он вас по-серьезному рассмотрит. Я вижу, что он вам будет предлагать именно семью. А вот вы дама действительно с секретом. Поэтому опирайтесь на свое сердце, на свой разум и, конечно же, на свою интуицию. Этот мужчина не обидит. Этот мужчина идет любить и дать вам стабильную, счастливую жизнь. Выберете вы его, не выберете, это уже дело ваше. Мы смотрим с вами до конца года. До конца года появится именно этот персонаж. Мои хорошие, на этом все. Спасибо всем за внимание. Всем пока-пока.